заработной платы. Посмотрите на историю другого человека, да? Посмотри на его историю. Шахта Джиргалан, да? Вот я ему в лицо это хотел сказать, да? Разграблено, там целое сено осталось без денег, без права существования. Банки, да, которые захватывались, потом отмывались 5 миллиардов долларов. У частного лица забирали банк, ставили своего родственника, который отмывал там 5 миллиардов долларов в год для Максима Бакиева, да? Вы про Искулинвестбанк говорите? Да. Вот посмотри, там Кумтор, да? Кумтор. Вот сейчас они говорят, что в Кумторе золота не осталось. Вот мне эксперты говорят, 500 тонн золота там сейчас лежит. Выкопали всего. Что, они сейчас картошку, что ли, выкапывают? 18 тонн в этом году выкопали. А почему они говорят, что нет? Они же врут. А потому что врут из-за того, что в 2019 году фактически продали Кумтор. Вот соглашение 2019 года, 30 апреля. Они продали Кумтор вместе с Максимом Бакиевым за несколько там, миллионов долларов. И они здесь прописали, что больше Кыргызстан не вернется к этому соглашению. Что они это соглашение окончательно. Вот они здесь пишут, что в соответствии с условиями этого соглашения полностью Кыргызстан отказывается от своего иммунитета и права на пересмотр соглашения и предъявление даже исков. То есть они даже нам не оставили возможности предъявлять иски, через суды решать эти вещи. И потом 10 лет дурачили людей, что они национализируют. А теперь, когда пришли к власти, опять забыли про Кумтор. Я же не говорю о том, что сейчас они хотят продать Жетимтор. Вот пресс-конференция, они говорят, мы хотим сырье вывозить в Китай. Жетимтору. Я спросил, а сколько у нас долг перед Китаем по государственному долгу? Всего оказалось 1 миллиард 700 с чем-то миллионов. То есть не 2 миллиарда. А Жетимтор у нас, оказывается, сейчас стоит 100 миллиардов. Почему мы 50 раз больше должны дать, чтобы заплатить это государству? А знаете почему? Оказывается, проблема в другом. В 2009 году, оказывается, они передали Жетимтору за 300 долларов, да, за 300 сомов компании Art Mining. Вот компания Art Mining. Я спросил, а кто такая компания Art Mining? Оказывается, она принадлежит двум людям. Ульяне Пак и Денису Гладышеву. Я спросил себя, а кто такие Ульяна Пак и Денис Гладышев? Они, оказывается, были доверенными людьми Максима Бакиева, Курманбека Бакиева на выборах 2009 года. То есть это были помощники Максима Бакиева. И смотрите, что они сделали. В каком году эта продажа состоялась от майнинга? В 2009. 2009. И самое интересное, дальше. Они, оказывается, эту компанию, то есть Максим Бакиев, завладел Жетимтор. И 22 января 2010 года они, оказывается, 80% доли в этой компании продали нашим соседям. В соседней стране, да? Как ОСО, Mining Resources. И это ОСО, когда получила 80% Жетимтора, они, оказывается, огромный завод построили. Вот Шихмаматов об этом даже сам говорит. И это документально подтверждается. Они огромный завод построили, металлургический завод в Урумчи, который сейчас простаивает в течение там, десятилетия. То есть у Максима Бакиева есть обязательства перед его партнерами, которые построили металлургический завод, который должен был работать на сырье Жетимтор. И когда мне сегодня говорят, что они будут выплачивать государственный долг, а фактически я считаю, что они будут выплачивать долг Максима Бакиева перед его партнерами. Ну слушайте, это что это такое?